Письменность – один из основных источников, свидетельствующих об уровне развития народа. Благодаря ей мы узнаем об исторических фактах, событиях и культуре мира. За последние 100 лет крымско-татарская письменность менялась трижды. Использовалась арабская, латинская графика и кириллица. С принятием ислама и усилением влияния арабской культуры использовалась арабская графика. Так написаны лучшие образцы национальной, религиозной литературы и публицистики. Именно ее от первого и до последнего номера использовали в знаменитой газете «Терджиман». Первоначально для записи крымско-татарского языка использовался арабский алфавит, но постепенно стали добавлять и другие знаки, чтобы отобразить специфику тюркских звуков. Вместо харакятов стали использовать гласные буквы. В 20-х годах прошлого века Советский Союз начал процесс латинизации. Тогда в Баку провели первый всесоюзный тюркологический съезд. Через 2 года после съезда в Баку, это в 1928 году, в Симферополе прошла Всекрымская конференция нового алфавита. Тогда было принято решение о переходе крымско-татарской письменности на латинскую графику. Ее наш народ использовал всего лишь 10 лет, пока Советский Союз не принял новое решение. В 1938 году крымско-татарский язык был переведен на кириллицу. Ее применяют по сегодняшний день. Крымско-татарский язык стал одним из государственных языков республики. Его изучают школьники и студенты, а в детских садах работают билингвальные группы. Но, несмотря на это, язык требует постоянного развития. У нас сейчас пока нормы орфографии и пунктуации нуждаются в доработке. Когда писать дефис, когда не писать, когда слитно, когда раздельно. И когда какие знаки препинания, это еще надо дорабатывать. В библиотеке имени Исмаила Гаспринского хранятся древние памятники общетюркской и крымско-татарской письменности, первый энциклопедический словарь, кодекс Куманикус и первые учебники крымских татар. Также здесь можно найти учебники, написанные латинской графикой и кириллицей. В стенах учреждения День родного языка отмечают уже более 10 лет подряд, но в этом году все мероприятия пройдут онлайн. Выставку редких книг и картин живописца Али Бекирова можно увидеть на официальном сайте Народной библиотеки. Наджей Сайвар, Артем Фукала, телеканал Миллет.